Александр, скажите, за что вы так жестоко убили девушку? Я никогда никого не убивал, вы лжете. А откуда у вас такой нездоровый интерес к детям? А у меня никогда такого не было. Как бы свидетели видели, как вы подходите к детям? Наталья меня зовут. Наталья, а почему вы меня что-то обвиняете? Я вам задаю вопрос. Вы меня знаете или что-то во мне знаете? Или кто-то из них? Есть камеры наблюдения, свидетели. Вот этого всего. То есть вы хотите сказать, что вы не убивали ребенка? А вы что-то утверждаете? На камерах явно видно, как вы идете с сумкой, потом с этой сумки возвращаетесь. Сейчас такого не было? Ну, проведя 4,5 года судебных расследований, тут все полностью было проверено. И до этого случая вы к детям не подходили, свои там, скажем так, половые органы не показывали, ничего такого не было? Нет, у меня на воле абсолютно безупречная биография жизни. И получается, жители тоже врут, да, в районе, в котором... Совершенно верно. И вы в том числе во главе сейчас всего этого мира. Стоите, дрыхнете на наших глазах, снимая на свой айфончик, не зная ситуации, в чем обвиняем. Так расскажите о ситуации. Незнакомая Наталья. Вы не офигели, уважаемая женщина? Так расскажите по вашему мнению. С обычным человеком, которого первый раз в жизни видите. Я задаю вопрос и Я спрашиваю. уже на все ответил. Расскажите тогда свою позицию. Где вы были в Я тот уже день? все высказал. Спасибо за внимание. Вот прям могу даже вам все помогать рукой. А где вы были в день убийства? Дома. Что делали? А это уже вам не важно. Кто это может подтвердить? Оглашается вводная резолютивная часть вынесенного итогового решения. Приговор именем Российской Федерации, город Красногорск, Московской области, 15 марта 2023 года. Московский областной суд составил председателя судьи Самарова, пресс-секретарях Жунку, Кирсанова, Титова и Симоненко с участием государственных обвинителей, прокуроров и старших прокуроров отдела прокуратуры Московской области Саутовой, Пролиной, Фадеевой, потерпевших Свежникова, Исаковой, Христофоровой, Тилзады, Саидова, законных представителей потерпевших Исаковой, Христофоровой, представителей потерпевшего адвоката Умарова, подсудимого Семина, защитников адвокатов Белоусской, Муромской и Самохиной, рассмотрев в закрытом судебном заседании материал уголовного дела в отношении Семина Александра Юрьевича, родившегося 19 июня 1990 года в городе Серпухове Московской области, зарегистрированного по адресу Московской области Серпухов, Ворошилова, 121, 175, фактически проживавшего по адресу Московской области Серпухов, улица Тяговой, дом 16, квартира 12, гражданина Российской Федерации, официально нетрудоустроенного, со средним специальным образованием, неженатого, иждивенцев не имеющего, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 часть 2 пунктами ВДК, 131 часть 4 пункт В, 132 часть 4 пункт Б, 135 часть 3 и 135 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Руководствуясь статьями 302, 304, 307, 308, 309 УК Российской Федерации, а также статьей 78 УК Российской Федерации, суд приговорил признать Семина Александра Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 часть 2 пунктами ВК, 131 часть 4 пункт Б, 132 часть 4 пункт Б, 135 часть 3, 135 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым назначить ему следующее наказание. По статье 105 части 2 пунктами ВК Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По статье 131 часть 4 пункт Б УК РФ в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год. По статье 132 часть 4 пункт Б УК РФ в виде лишения свободы на срок 16 лет с ограничением свободы на срок 1 год.
По статье 135 часть 3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 9 лет. По статье 135 части 1 УК РФ в виде обязательных работ на срок 400 часов. Освободить Семина от наказания, назначенного по статье 135 часть 1 УК РФ в связи с истечением срока давности. На основании статьи 69 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по статьям 105-2 пунктами ВК, 131 часть 4 пункт Б, 132 часть 4 пункт Б, 135 часть 3 УК РФ, окончательно назначить ему лишение свободы на срок 24 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. На период отбытия Семиным дополнительного наказания установить ему следующее ограничение. Не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, а также не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания в виде ограничения свободы. Возложить на Семина обязанность один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденного наказания в виде ограничения свободы. На основании статьи 97 часть 1 пунктами Д и часть 2, 99 часть 1 пункта А часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить Семину принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения врача-психиатра в амбулаторных условиях. Меру пресечения Семину до вступления приговора в законную силу оставить прежде заключения под стражу. Срок наказания исчислять осужденному со дня вступления приговора в законную силу, зачесть срок отбытия наказания, время содержания Семина под стражей и время его нахождения в психиатрическом стационаре в период с 23 июля 2018 года со дня вступления приговора до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей или нахождения в психиатрическом стационаре за 1 день лишения свободы. Гражданские иски о возмещении морального вреда потерпевший Телозады удовлетворить в полном объеме, потерпевшего Саидова частично, взыскать Семина в счет компенсации морального вреда в пользу Телозады и Саидова по 2 миллиона рублей каждому. Вещественные доказательства по делу: резинка для волос, полотенце в сумке, 2 ручки от сумки, саму сумку, в которой находилось тело Телозады, 6 пробирок с биологическими объектами, изъятыми с ветки рядом с телом друг, садковый лопат, 4 слепкой обуви, 3 пробирки с образцами почвы, 3-4 пробирки с образцами биологического происхождения с рук Телозады на ленте, 7 объектов покрытых на волосы, футболку, брюки, трусы, пару носков, пару туфель с рук Телозады, смывы с рук Телозады, контрольные образцы эмали, срезанных силовых пластин с рук Телозады, волосы с полосой влагалища с рук Телозады, 2 бумажных конверта с образцами крови Семина на ленте, конверты со смывом с полового члена с чесом волос лобка, срезанных силовых пластин с правой и левой руки Семина, конверт с образцами сухального эпителия Семина на 3 ватных палочках, волосы в квартире Семина, вырезы с дивана диаметром 60 на 50 см, 4 конверта с тампонами из полосы рта, из влагалища с прямой кишки и труб Телозады, конверт с кляпом салфеткой опечатанный, контейнер с инородным предметом из правоугольных с труб Телозады, уничтожить как не представляющие ценности. Серьги из желтого металла с рук Телозады возвратить родственникам погибшей. Полотенце зеленого цвета, кофту на молнии темного цвета, джемпер темного цвета, носки черного цвета, трусы темного цвета, влажную бумагу, детскую игрушку желтого цвета, мочалку, мыльные пузыри в виде меча или миктойс, мыльные пузыри в медион в разных упаковках, набор гелевых ручек, детскую игрушку из полимерного материала, формулировки, мобильный телефон Nokia 1110, сим-карты, оператор сотовой связи Билайн, предмет проходит на нож, футболку синего цвета, футболку зеленого цвета, записную книжку, полотенце белого цвета, носки черного цвета, Остин, трусы серого цвета, Спорт, шорты мужские с орнаментом цветов, футболку без рукавов черного цвета с надписью «Окс», телевизор марки Samsung, плед зеленый с окантовкой Bamboo Textile, плед синего цвета, подушку с наволочкой коричневого цвета, подушку, наволочку коричневого цвета, наволочку светлого цвета с изображением тигра, наволочку светлого цвета с изображением тигра, 23 DDR диска TDR, 10 оптических дисков, роутер, Link, аккумуляторные батареи Nokia P5C, пару ботинок мужского черного цвета на молнии, шнуровки 41 размера, пару ботинок черного цвета Roneo, пару ботинок белого цвета центра, пару мужских босоножек белого цвета центра, изъятых из жилища Семина возвратить его родственникам. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебной коллегии по уголовным делам первого апелляционного суда общей юрисдикции в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным сложит срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Председательствующий подпись. Семин, приговор понятен? Порядок обжалования ясен? На этом судебное заседание закрыто. Все, уходим. Слушатели.